Добрый день, уважаемый Николай Ильич, уважаемые коллеги. Разрешите открыть вторую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные проблемы и потенциал научных исследований в физической культуре и спорте», посвященную 60-летию факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. С чем я нас всех, собственно, и поздравляю. Хочу пожелать коллегам плодотворной работы, а нашему факультету развития и процветания. Всем, кто причастен к этому замечательному юбилею, пожелать счастья, здоровья и успехов. И слово для приветствия предоставляем нашему ректору, доктору технических наук, профессору Николаю Ильичу Мошкину. Добрый день, уважаемые участники конференции, добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, конференцию и празднование 60-летия нашего уникального факультета мы не можем проводить в очном формате. Это все связано, конечно, с пандемией. Но, с другой стороны, учитывая наш электронный формат, охват участников этой конференции может быть даже гораздо больше. Поэтому извлекаем из проблем определенные бонусы. Тем не менее, хотел бы, конечно, в первую очередь поздравить коллектив нашего факультета с 60-летием, потому что в Республике Бурятия факультет у нас единственный, который готовит специалистов в области физической культуры с высшим образованием. На сегодня мы можем похвастаться тем, что наш факультет выпустил свыше 5000 уже выпускников, специалистов в области физической культуры. Среди них заслуженные мастера спорта международного класса, огромное количество людей, имеющих заслуженные звания не только в спорте, но и в науке. У нас с вами выпускники, это такие знаменитые выпускники, которые сегодня являются чемпионами различных видов спорта и действительно с гордостью носят имя Бурятского государственного университета как свои выпускники. Хотелось бы, конечно, зачитать благодарственное письмо Министерства спорта Российской Федерации и вручить его коллективу нашего факультета. Дорогие друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю коллектив Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова с 60-летием со дня основания факультета физической культуры, спорта и туризма. На сегодняшний день университет по праву считается одним из ведущих научно-образовательных центров Дальнего Востока и Сибири. Многие годы ВУЗ вносит неоценимый вклад в совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров в различных областях профессиональной деятельности, включая спорт. За свою славную историю факультет физической культуры, спорта и туризма воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, тренеров и специалистов. В числе наиболее известных выпускников входят заслуженные мастера спорта, чемпионы и призеры соревнований самого высокого уровня. Уверен, что сильный преподавательский состав и богатый научный потенциал факультета будут продолжать и способствовать дальнейшему развитию отечественной спортивной отрасли. Желаю всему коллективу вуза неиссякаемой энергии, успехов в намеченных планах и творческих открытий. Министр спорта Российской Федерации Матыцин. Спасибо большое. Действительно, уважаемые коллеги, среди выпускников нашего факультета не только выдающиеся спортсмены, но и выдающиеся политические, общественные деятели, бизнесмены, преподаватели. Факультет сегодня является самодостаточным с точки зрения обеспечения своего преподавательского состава. Вы знаете, что у нас сегодня большинство наших коллег, работающих на факультете, выпускники нашего же университета, выпускники аспирантур нашего же университета. Поэтому я хотел бы пожелать факультету, преподавателям, студентам, всем выпускникам нашего университета, выпускникам факультета физической культуры, спорта и туризма, конечно, неиссякаемой энергии, здоровья. Сегодня, как никогда, в условиях пандемии это действительно актуально. Хотелось бы поэтому пожелать здоровья, хорошего настроения, успехов в спорте, в труде, в общественной жизни, деятельности, личной жизни. С праздником, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо, Николай Ильич. Ну и в свою очередь от лица факультета, от всех коллег, мне очень приятно, и мы благодарим в связи с празднованием нашего юбилея ректора Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова. Выражаем
искреннюю благодарность за поддержку наших инициатив, развитие материальной базы факультета, популяризацию физической культуры, спорта, здорового образа жизни, а также помощь в создании музея спорта. Спасибо, Николай Ильич. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу. Слово для приветствия предоставляется министру спорта Республики Бурятия, кандидату педагогических наук, заслуженному тренеру России Вячеславу Анатольевичу Дамнинцурону. Включите, пожалуйста, запись. Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите от лица главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самуиловича, правительства Республики Бурятия, Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, от себя лично поздравить вас с открытием второй Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы и потенциал научных исследований в физической культуре и спорте», посвященный 60-летию нашего родного, любимого факультета физической культуры. И я, как выпускник факультета физической культуры 2001 года, горжусь тем, что в свое время смог поступить в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры. А это был первый набор в уже классический вуз. Горжусь тем, что смог неплохо учиться, совмещать спортивную деятельность с общественной. Горжусь тем, что имел возможность получать знания от ведущих педагогов, которые не только нас обучали, но и вели огромную воспитательную работу с нами, были нашими наставниками. Горжусь тем, что соприкоснулся со славной историей факультета, выпустившего тысячи специалистов в сфере физической культуры и спорта, которые сыграли огромную роль в развитии этой отрасли не только в нашей республике, но и во всей стране. Хочу поздравить с юбилеем всех членов профессорско-преподавательского состава, всех сотрудников факультета, которые работали и работают в настоящее время. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, дальнейших достижений в педагогической и научной деятельности. Всем участникам конференции желаю продуктивной работы. Спасибо Вячеславу Анатольевичу за приветственное слово и поздравления. Ну а мы переходим, коллеги, к работе. Я беру слово с докладом о становлении, о деятельности факультета как ведущего драйвера развития физической культуры и спорта в Республике Бурятия. Но прежде мне хотелось бы слова вспомнить великого нашего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова о том, что кто не знает историю, у того, к сожалению, не будет будущего. Ну и хотелось бы сразу, наверное, сказать о том, что доклад мы готовили значительное время. Доклад получился очень объемным. И, как говорится, из песни слов не выкинешь, поскольку все факты и все имена и фамилии очень важны для нас. Поэтому доклад будет, сразу предупреждаю, порядка 40-50 минут. Поэтому прошу всех запастись терпением. Доклад интересный, все факты изложенные лично вами были прочувствованы во время обучения и в последующие годы работы уже непосредственно по специальности. Итак, факультет физической культуры в Бурятском государственном педагогическом институте был открыт в 1960 году решением Министерства просвещения РСФСР. Для нашей республики и для большинства соседних регионов это было не просто знаменательное событие, это факт признания спорта и физической культуры как важного социального института, определяющего во многом влияющего на идеологию, политику, экономику, науку, культуру и искусство. Основным фактором организации факультета явилась потребность в подготовке кадров. Активным организатором открытия факультета был заведующий кафедрой физического воспитания Бурятского государственного педагогического института Лев Николаевич Устинов-Иванов, выпускник Центрального института физической культуры, специалист, как о нем говорили, разносторонней подготовки, ставший впоследствии деканом нового факультета. Рядом с ним работал также выпускник Центрального института физической культуры, человек большой эрудиции и культуры, разносторонний специалист Константин Герасимович Синицын, который много лет посвятил развитию легкой атлетики, баскетбола и туризма. Решающее влияние на становление физкультурного образования и в целом спорта в республике оказали также Виктор Иванович Тарасов, Валентин Васильевич Кузнецов, Антон Андреевич Атарханов,
Герман Викторович Перевалов, Борис Домбаевич Санданов, Виталий Иванович Кузнецов и его супруга Валентина Николаевна Прокофьева, которые впервые на факультете создали функциональную лабораторию и начали продвигать науку. Вместе с такими признанными наставниками начинали педагогическую карьеру молодые специалисты: Аза Ильинична-Токарева, Зоя Константиновна Синяева, Владимир Михайлович Туманцев, Геннадий Николаевич Ромашев, Валентин Алексеевич Минаев и многие другие. Открытие факультета в Бурятском государственном педагогическом институте способствовало обеспечению республики квалифицированными кадрами, специалистами с высшим физкультурным образованием. Много усилий в первые годы работы требовала организация нормального учебно-воспитательного процесса. Спортивные сооружения для проведения занятий в связи с отсутствием собственных арендовали в других учреждениях и физкультурных обществах города. Иногда во время летних сборов преподавателям и студентам приходилось жить в палаточном городке, а зимой искать приюты для проведения зимних лыжных сборов. Все это лишние хлопоты и заботы, дополнительные финансовые и другие затраты. Конечно же, благодаря усилиям преподавателей и самих студентов проблемы становления успешно преодолевались. Шли годы, коллектив рос в количественном и качественном показателях, и уже за первое десятилетие факультет выпустил более 450 специалистов с высшим физкультурным образованием. И его первые студенты стали впоследствии известными спортсменами, замечательными учителями, тренерами, общественными деятелями. Это Валерий Иванович Бражник, Анатолий Андреевич Корнаков, Анатолий Александрович Попов, Юрий Николаевич Бондарев, Борис Лхасаранович Бальчинов, Юрий Александрович Акулов, Геннадий Евдокимович Вербилов, Валерий Николаевич Аверков, Евдокия Владимировна Ли, Владимир Ананьевич Ильин, Геннадий Батюрович Баймеев, Валерий Николаевич Иванов, Валерий Павлович Броденьков, Григорий Царенович Цыбиков, Николай Михайлович Тарабукин, Валерий Георгиевич Мунгалов, Степан Базарович Шесаронов, Виталий Михайлович Цинкер, Дмитрий Дмитриевич Коноваленко, Владимир Бадмаевич Тушемилов и другие. Все они в последующие годы, посвятив себя преподавательской, тренерской, словом педагогической деятельности, добились заметных успехов, способствовали росту новой плеяды способной молодежи, из которой выросли десятки выдающихся спортсменов. Конечно же, и преподавательский состав факультета пополнился из числа лучших студентов-выпускников первого и последующего выпусков. Они внесли весомую лепту в становление коллектива. Во втором десятилетии факультет наряду с дальнейшим совершенствованием учебно-воспитательного процесса много силы и энергии уделял вопросу создания учебно-материальной спортивной базы для своих нужд, ибо без решения этих проблем невозможно было рассчитывать на перспективе на стабильный успех. Решение вышеназванных проблем, как нетрудно понять, открывало широкие возможности для дальнейшего качественного подъема учебной работы, профессионально-педагогической и спортивной подготовки студентов. Не без гордости можно сказать, что в те годы была создана для факультета необходимая учебно-спортивная база. В районе Щучьего озера силами преподавателей и студентов, обучающихся с 1970 по 80-е годы, построен летний лагерный комплекс, который является одним из лучших среди педагогических вузов Российской Федерации. В лагерный комплекс входят жилые помещения, столовая и другие бытовые помещения. В спортивном ядре стадион с задернованным футбольным полем, круговой клинкерной беговой дорожкой, площадки для спортивных игр, гимнастический городок и другие спортивные сооружения. В создании этой учебно-спортивной базы вложен добросовестный, безвозмездный, сознательный труд многих наших студентов. Привлечение студентов к созданию собственной материально-спортивной учебной базы в те годы имело большое воспитательное значение. Руководили процессом строительства жилых и бытовых помещений преподаватели Степан Базарович Шесаронов, Григорий Царенович Цыбиков, Валерий Георгиевич Мунгалов. А главным прорабом по строительству спортивных объектов был большой энтузиаст и организатор Валерий Иванович Бражник. В начале 80-х годов факультет позаботился созданием зимней спортивной базы в поселке Орешково. Работы велись под руководством профессора Бориса Домбаевича Санданова. Укладкой лыжероллерной дорожки длиной 900 метров руководил преподаватель Александр Петрович Рогашков. Студенты, обучающиеся на факультете в конце 70-х и начале 80-х годов, много помогли по завершению строительства большого спортивного зала. Конечно, слова благодарности следует адресовать ректору Бурятского государственного педагогического института Ивану Александровичу Батудаеву. Именно в годы его руководства создавалась основная материальная база для подготовки кадров. Построен главный корпус, где располагается факультет сегодня. И столовая, 2 общежития, большой спортивный зал,
база «Олимп» на озере Щучин, лыжная база в поселке Орешково. В разные годы активное участие в создании своей материальной спортивной базы наряду с упомянутыми преподавателями занимались Виталий Михайлович Цинкер, Александр Григорьевич Покацкий, Сергей Николаевич Куликов и другие преподаватели. В 80-е годы факультет позаботился о наполнении спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем, художественным оформлением спортивных залов, лекционных аудиторий и большого факультетского коридора. Под руководством Александра Емельяновича Павлова на кафедре гимнастики и борьбы введена в эксплуатацию сауна с небольшим бассейном и душевой установкой. Особенно большие перемены произошли в жизни факультета в 80-е и 85-е годы. Деканат и кафедры совместно с ректоратом организовали переподготовку, стажировку и учебу в аспирантуре в центральных вузах страны многих наших преподавателей и выпускников. В то время кандидатские диссертации защитили Валерий Александрович Стрельников, Степан Владимирович Калмыков, Виталий Михайлович Цинкер, Александр Емельянович Павлов, Геннадий Яковлевич Галимов, Кирилл Владимирович Балдаев, Сергей Клавдевич Марьясов, Александр Григорьевич Покацкий, Алексей Владимирович Гаськов. Постепенно факультет расширял не только набор, но и направление подготовки. Так, в 1987 году открылось новое отделение по подготовке преподавателей начального военного обучения и физической культуры. В 1990 году военное отделение сделало свой первый выпуск. Всем выпускникам отделения было присвоено офицерское звание лейтенанта и выданы дипломы о получении высшего образования. На начальном военном отделении работали опытные, грамотные преподаватели во главе с полковником Михаилом Валентиновичем Любавским. Это Гастюнин Александр Анатольевич, Попов Александр Иванович, Ергонов Валерий Прокопьевич, Киселев Александр Васильевич, Матвеев Александр Владимирович, Намнанов Донзан Дампилович. В 90-х годах возникла идея строительства Центра олимпийской подготовки на Байкале. Автором этой идеи, основным исполнителем предпроектных изысканий и проектных работ выступил Владимир Николаевич Фалилеев. В 1995 году на факультете была открыта кафедра социальной работы, которую возглавила кандидат социологических наук, доцент Татьяна Садновна Базарова. Рядом с ней работала все эти годы кандидат социологических наук, доцент Надежда Сергеевна Антонова. Через 5 лет, в 2000 году, был осуществлен первый выпуск. Среди выпускников того года можно отметить Аникиеву Марию Викторовну, заместителя директора Республиканского индустриального техникума, Борисенко Татьяну Николаевну, заместителя руководителя Комитета по социальной политике администрации города ОМД, Мироманову Елену Валерьевну, начальника отдела Министерства социальной защиты, Парпаеву Татьяну Валерьевну, заместителя министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия, руководителя Комитета по молодежной политике Министерства. С 1996 года на факультете обучения проходила Юлия Валерьевна Жамбалова, ныне уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия. В 2001 году она окончила с отличием, но уже не наш, а социально-психологический факультет, так как в 2000 году на базе кафедры социальной работы был создан новый факультет, который сегодня под чутким руководством кандидата философских наук, доцента Ольги Владимировны Катамановой отмечает свое 20-летие. Пользуясь случаем, наш факультет передает привет и поздравляет социально-психологический факультет с этим знаменательным событием. Все эти годы организации документооборота сначала кафедры социальной работы, а затем факультета занимается Ачирова Светлана Домбаева. С 1995 года на факультете открыта аспирантура по специальности 13-0004 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». С большими личными усилиями ректора Бурятского государственного университета, профессора, доктора наук Степана Владимировича Калмыкова связано открытие в 1997 году диссертационного совета по защите диссертации на изыскание ученой степени кандидата педагогических наук, а в 2001 году диссертационного совета по защите докторских диссертаций. У молодых специалистов появилась возможность обучаться в аспирантуре и защищать кандидатские и докторские работы на диссертационном совете при университете. Благодаря этому в 2000-е годы несоизмеримо вырос научно-педагогический потенциал факультета. 6 преподавателей факультета защитили докторские диссертации, 7 стали профессорами, 21 преподаватель защитил кандидатские диссертации. Сегодня в одной из номинаций мы обязательно отметим успехи в научной деятельности. В настоящее время в аспирантуре обучается 17 аспирантов. Необходимо сказать,
что факультет физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета готовит профессиональные кадры высшей квалификации не только для Бурятии, но и для соседних регионов, посредством чего установлено активное сотрудничество факультета с вузами Красноярского края, Иркутской области и Забайкальского края, а также другими ведущими вузами страны и зарубежья. На факультете сформировались ряд научных направлений. Факультет регулярно проводит различные научно-практические конференции по проблемам физической культуры и спорта, в том числе международные, республиканские семинары тренеров по видам спорта, семинары по подготовке дворовых инструкторов и семинары с преподавателями средних общеобразовательных школ. В рейтинге научно-исследовательской деятельности вузов в течение ряда лет лидирующие позиции занимает кафедра теории физической культуры факультета. Только за последние 3 года было опубликовано 8 статей в базе Scopus и 6 статей в базе Web of Science, что вносит определенный вклад в формирование рейтинга нашего университета. Изложенные факты свидетельствуют о том, что на базе факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова сформировалась и совершенствуется относительно целостная система подготовки кадров высшей квалификации. Факультет сегодня представлен 38 преподавателями, из них 6 докторов наук и профессоров, 20 кандидатов наук и доцентов. Следует отметить, что наши преподаватели в разные годы занимали высокие административные должности в университете. Например, Виталий Михайлович Цинкер и Александр Гармаевич Шаргаев работали проректорами по административно-хозяйственной работе. Александр Емельянович Павлов и Алексей Владимирович Гаськов были проректорами по социальной работе. В настоящее время начальником отдела университета работает Ольга Анатольевна Куликова. Спортивный клуб в разные годы возглавляли Найданов Баид Намдакович, Головко Юрий Петрович, Яковлева Наталья Викторовна, Соломинская Наталья Николаевна, Намсараева Яна Николаевна, Дуринов Александр Евгеньевич, Власов Виктор Николаевич. Многие преподаватели и выпускники факультета успешно работали в разное время в других высших и средних учебных заведениях и занимали руководящие должности в системе образования. Это Туманцев Владимир Михайлович был деканом Саранского педагогического института, Шмелев Владимир Петрович, заведующий кафедрой Всероссийского государственного института кинематографии в городе Москве, Ромашин Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой, профессор Кубанского института физической культуры, Сергей Петрович Вишняков, проректор ВЗГУТу, Бардамов Гавриил Борисович, завкафедрой Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Дашибальжирова Ольга Дамгиновна возглавляла спортклуб Восточно-Сибирского государственного технологического университета. Шаргаев Александр Гармаевич, проректор БГСХ, Трескин Александр Васильевич, заведующий кафедрой железнодорожного колледжа и Института железнодорожного транспорта. Черных Олег Вячеславович, заместитель директора Республиканского многоуровневого колледжа. Витков Николай Ефимович, заведующий кафедрой Академии ФСО России, а затем заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Тонкопряченко Дмитрий Олегович и Коробеньков Алексей Сергеевич работает в настоящее время в Военном институте физической культуры Санкт-Петербург. Владимир Павлович Никончук был директором СПТУ номер 6 города УНД. Игорь Львович Булыгин был директором Бурятского института повышения квалификации работников образования. Степан Владимирович Калмыков возглавлял Бурятский государственный педагогический институт имени Дажи Банзарова, а затем Бурятский государственный университет. Анатолий Евгеньевич Белоусов, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, Гаражаб Алхамадиевич Садашиев, директор Бурятской лесопромышленного колледжа, Владимир Васильевич Жаркоев был инспектором Советского района образования, Елена Георгиевна Сунгатова является начальником управления образования Прибайкальского района. В настоящее время в структуре факультета 2 выпускающие кафедры. Это кафедра теории физической культуры, заведует кафедрой кандидат педагогических наук, доцент Анна Владимировна Комарова, кафедра спортивных дисциплин и туризма, заведует кафедрой кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта Батыр Владимир Такбаев и обеспечивающая общеуниверситетская кафедра физического воспитания, самая многочисленная, которую возглавляет кандидат педагогических наук, доцент Сергей Егорович Воложанин. В структуре факультета также научная лаборатория спортивной генетики под руководством доктора педагогических наук профессора Аксенова Максима Олеговича и учебная лаборатория функциональной диагностики под руководством кандидата педагогических наук профессора Цинкера Виталия Михайловича. Коллеги в своих докладах более глубоко раскроют, как обстоят дела с развитием науки, подготовкой кадров и физическим воспитанием студенческой молодежи, а также познакомят с деятельностью лаборатории.
Подготовка профессиональных кадров на факультете осуществляется по следующим направлениям. Это физическая культура, рекреация, спортивно-оздоровительный туризм и педагогическое образование. Начиная с 2018 года на факультете реализуется подготовка по направлению педагогическое образование с двумя профилями подготовки – физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Наряду с подготовкой профессиональных кадров в области физической культуры, спорта и туризма факультет организует работу со студентами первых, вторых и третьих курсов на 12 других факультетах и институтах университета по очной, заочной, очно-заочной формам обучения, а также педколледжи, то есть колледжи университета. Общий охват занятиями физической культурой и спортом в университете составляет более 6000 студентов. Кроме того, преподаватели факультета, являясь заместителями деканов факультетов и директоров институтов университета, организуют и проводят спортивно-массовую работу. Совместно со спортивным клубом университета проводят более 30 спортивно-массовых мероприятий в год. Ведут занятия в спортивных секциях по 10 видам спорта и туризма. В одной из номинаций сегодня мы отметим спортивные успехи студентов, преподавателей и сотрудников университета. Совместно с управлением довузовской подготовки университета факультет ежегодно реализует план профориентационной деятельности и совместно с Институтом непрерывного образования проводит работу по организации курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. В последнее время переподготовка пользуется повышенным спросом. Материально-техническое обеспечение факультета включает 2 зала для аэробики и спортивных танцев, 2 зала для спортивных игр, зал борьбы, зал бокса, стадион с футбольным полем, хоккейная коробка, лукодром, зал для стрельбы из лука, тренажерный зал, теннисный корт, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на озере Щучье. На факультете в настоящее время обучается 351 человек. Из них 5 имеют звание заслуженный, 5 мастеров спорта международного класса, 12 мастеров спорта России, более 30 человек имеют разряд кандидат в мастера спорта. Многие студенты рассматривают обучение в ВУЗе как возможность продолжить спортивную карьеру. На факультете наряду с профессиональными педагогическими знаниями студенты получают хорошую спортивную подготовку. Все студенты факультета занимаются в группах повышения мастерства по различным видам спорта. Лучшие из них традиционно входят в составы сборных команд Республики Бурятия. За время существования факультета более 120 воспитанников стали мастерами спорта международного класса и заслуженными мастерами спорта. Далеко за пределами республики известны их имена. Это Гамбажапова Ханда Церен-Дугаровна, чемпионка международных соревнований «Дружба-84», чемпионка Европы, рекордсменка мира. Борис Дугданович Будаев, чемпион Европы, чемпион мира, серебряный призер, чемпион Европы, чемпион Азии, участник Олимпийских игр 1996 года. Позднякова Татьяна Васильевна, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира. Захряпин Андрей Борисович, 4-кратный чемпион всемирных игр глухих по вольной и греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, серебряный призер Сурдолимпийских игр 2001 года, бронзовый призер Сурдолимпийских игр 2005 года. Замбалов Сергей Жалсанович, серебряный призер международных соревнований игры доброй воли, 90-й год, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы. Мироманова Надежда Константиновна, серебряный призер универсиады, победитель Кубка Европы, серебряный призер международных соревнований «Дружба-84», рекордсменка мира в семиборье. Теслева Светлана Викторовна, 10-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы. Церемпилов Бальжанима Церенжапович, 5-кратный чемпион Европы, 4-кратный участник Олимпийских игр, 2-кратный бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, 2-кратный серебряный призер чемпионата мира. Алексеев Олег Александрович, чемпион Европы 1979 года. Яковлев Павел Кузьмич, участник Олимпийских игр 80-го года, участник международных соревнований «Дружба-84», победитель международных соревнований игры доброй воли 1986 года. Леонов Сергей Трофимович, 6-кратный обладатель Кубка мира, 3-кратный абсолютный победитель Кубка мира, чемпион мира, 2-кратный чемпион мира. Диханов Александр Сергеевич, 2-кратный серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы, 2-кратный чемпион мира, 2-кратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпион Европы 1998 года. Жикжитов Эрдем Ципылович, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион мира 2005 года. Думнова Елена Дмитриевна, 2-кратная чемпионка универсиады,
чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по летнему биатлону 1998 года. Ренчинов Эбидо Владимирович, бронзовый призер чемпионата мира, победитель всемирных игр глухих, чемпион Европы 1994 года. Эрдениева Наталья Константиновна, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр 2008 года, четырехкратный бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратная чемпионка Европы 2008, 2010 и 2013 года. Базаргуруев Базар Будажапович, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Азии, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2009 года. Кожевников Григорий Николаевич, чемпион Европы 2007, чемпион Сурдолимпийских игр 2009, бронзовый призер чемпионата мира 2012 года. Цартоев Александр Ачирович, чемпион мира 2008, чемпион Сурдолимпийских игр 2009, трехкратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призер Сурдолимпийских игр 2013 и 2017 годов. Павлуцкий Александр Васильевич, участник Сурдолимпийских игр 2005 года, чемпион Европы по мини-футболу 2006, серебряный призер Сурдолимпийских игр 2009 года. Бальжанова Виктория Викторовна, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата Европы, трехкратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира. Максимов Владимир Викторович, десятикратный чемпион мира, 20-кратный чемпион Европы. Степанова Инна Яковлевна, участник Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата Европы, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы, двукратный бронзовый призер Универсиады 2015 года, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. Амактуев Байдажевич, серебряный призер чемпионата мира 2005 года, четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2010, победитель всемирных игр боевых искусств, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года. Оршуш Стальвира Степановна, двукратная чемпионка Европы 2018-2019, бронзовый призер Европейских игр, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года. Андреевская Татьяна Сергеевна, чемпионка Европы 2016 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Харитонов Олег Петрович, чемпион мира в беге на 100 километров, рекордсмен мира в беге на 100 миль. На факультете также подготовлены и проходили обучение мастера спорта международного класса. Айсуев Лупсан Дугарович, Аюшеев Дмитрий, Багдаев Бальжанима, Базаров Баир, Базаров Батар, Балдуева Валентина, Бальбурова Харханова Екатерина, Богомоев Александр, Будажапов Арсалан, Бумбошкина Наталья Церенжаповна, Бумбошкина Юлия, Ванкеев Батоменко, Вильмова Марина, Воронцова Людмила, Ворошнина Анастасия, Гельманов Андрей, Дагбаева Мирослава, Динов Ачир, Дончинова Анастасия, Дандуков Жаргал, Дубанова Виктория, Дулмаев Виктор, Ефимова Екатерина, Жамбалова Алиса, Жансуев Дугар, Жаргалов Быликто, Жирбаев Евгений, Зубрицкая Татьяна, Иванов Тимур, Эрденеев Эрдем, Кабакова Ангелина, Калашников Виктор, Карпова Юлия, Костецкий Александр, Лохоможапов Жансо, Львова Анастасия, Максаров Цибик, Манжуев Геннадий Николаевич, Матюнов Андрей Васильевич, Миланханов Василий Иванович, Малонов Максим Максимович, Мусаев Шахбан Мусаевич, Нактуева Гатаулина Ольга, Николаев Владимир, Немаев Нема Жаргал, Абадоева Рахмиева Санжи, Олин Алексей, Панфилов Григорий, Роднаев Дамба, Роднаева Отдушнаева Юлия, Рассадин Андрей, Сагалуев Батар, Санжеева Дарима, Соломинская Наталья Николаевна, Стрельников Валерий Александрович, Сушко Анна, Темников Геннадий, Ткачева Кристина, Тантоева Диана, Тукуренова Ульяна, Тюлякова Екатерина, Улахинов Баир, Федотов Сергей, Фомицкая Светлана, Хангалов Константин, Харжеева Елена, Хутаков Сергей, Цыбжитов Болот, Цыбиков Борис Семенович, Циденова Сангита, Цижипов Балдан, Церепилов Быликто, Церенжапов Циденмал Тагашеевич, Цверенова Жаргалма, Чавкин Владимир Петрович, Чудаева Дарья, Шадрина Наталья, Шаростепанов Даша, Щербакова Анна, Эрдениева Гаверма Церенжапов. Все перечисленные выше спортсмены имеют выдающиеся достижения мирового уровня. Факультет гордится своими выпускниками, так как нет ничего престижнее, чем стоять на пьедестале, когда звучит гимн и развивается флаг нашей страны.
Многие из названных выдающихся спортсменов продолжают высоко нести знамя бурятского и российского спорта. Сегодня законодательно полномочия по развитию видов спорта в стране закреплены за спортивными федерациями. Деятельностью практически всех федераций в Республике Бурятия руководят наши выпускники. Некоторые наши выпускники заслужили право быть тренерами сборных команд Российской Федерации. Это Владимир Петрович Бусовиков, Тумен Ширабжалсанович Санжиев, Игорь Васильевич Марковец, Артемий Владимирович Гельманов, Бадма Царенович Бадмаев и другие. А также работают тренерами сборных команд в других странах. Виктор Гаврилович Тимошенко, Максим Максимович Малонов и другие. Также наши выпускники являются руководителями большинства спортивных школ города Улан-Удэ и республики, директорами спортивных сооружений и оздоровительных комплексов, фитнес-центров, детских оздоровительных лагерей. Все это показывает, что профессионально-педагогическая подготовка студентов факультета находится в должном уровне, а наши выпускники правильно и умело используют полученные знания в своей практической работе и добиваются хороших успехов. Высокое звание «Заслуженный тренер» Союза Советских Социалистических Республик имеют Баймеев Геннадий Батюрович, Махутов Геннадий Николаевич, Махутов Федор Николаевич. Высокое звание «Заслуженный тренер РСФСР» присвоено Ангархаеву Владимиру Жембеевичу, Атарханову Антону Андреевичу, Арьякову Валерию Николаевичу, Иванову Валерию Николаевичу. Заслуженными тренерами России являются Алексеев Олег Александрович, Бардамов Лев Львович, Баймеев Виктор Васильевич, Будаев Борис Дугданович, Бусовиков Владимир Петрович, Бумбошкин Владислав Матвеевич, Бумбошкина Наталья Царинджаповна, Дамгинцурунов Вячеслав Анатольевич, Мироманов Борис Васильевич, Трескин Александр Васильевич, Хазагаев Шабдуржаб Александрович, Эрдениев Константин Дашиевич, Эрдениева Царимпилова Гарылма Царинджаповна, Марковец Игорь Васильевич, Харитонов Олег Петрович, Диханов Александр Сергеевич, Данилов Аркадий Дамбинович, Иванов Сергей Селиверстович, Малонов Максим Максимович, Ивахинов Виталий Сосорович, Самаринов Андрей Гамбоевич, Санжиев Тумен Ширабжалшанович, Соснин Виктор Пименович, Ринчинов Виктор Эрдениевич, Церинджапов Цеденбал Тагашиевич, Шаргакшанов Даржо Немаевич и Тимошенко Виктор Гаврилович, заслуженный тренер Украины. Ежегодно спортсменами республики под руководством наших выдающихся тренеров завоевывается на чемпионатах Европы и мира более 100 медалей различного достоинства. Сегодня мы с гордостью можем порадоваться успехами и достижениями в работе в жизни наших выпускников, работающих в республике и за ее пределами. Многие наши выпускники были отмечены правительственными наградами, удостоены званиями и отличиями. Заслуженными работниками физической культуры Российской Федерации стали Владимир Петрович Кондаков, Павел Агафонович Федотов, Виталий Михайлович Цинкер, Валерий Александрович Стрельников, Борис Дамбаевич Санданов, Геннадий Батюрьевич Баймеев, Батар Занапазарович Цыбиков, Константин Дашиевич Эрдениев, Андрей Анатольевич Жирнов, Валерий Николаевич Иванов, Цеденджап Бальжанимаевич Булгенов, Игорь Васильевич Марковец, Тумен Ширабжалсанович Санжиев и другие. Список в настоящее время уточняется. Наши выпускники стали настоящими мастерами своего дела, отличными специалистами, педагогами. Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» удостоился Казимир Исакович Иванов, Владимир Иннокентьевич Жилин, учитель физкультуры Кабанской средней школы, Надежда Васильевна Никифорова, учитель физкультуры Улан-Удэнской школы номер 65, а также Кочетов Виктор Степанович, учитель средней школы номер 35 города Улан-Удэ, в 1987 году удостоен звания учитель-методист Союза Советских Социалистических Республик. Лучшим учителям года регулярно становятся наши выпускники. В последние годы этого звания удостаивались Мункажапова Цесет Дабаевна и Павлов Дмитрий Александрович. За годы существования факультет выпустил более 5000 человек. Сейчас практически в каждой школе республики и автономных округах работают наши выпускники, которые стали не только учителями по физической культуре, инструкторами, тренерами. Они не только преподают, но и успешно работают директорами школ, руководят средними, специальными и высшими учебными заведениями. Это Анатолий Александрович Попов, директор средней школы 42, Казимир Исакович Иванов, школа 49, Николай Матвеевич Хамгушкеев, Улейская средняя школа Осинского района Уссурийского
Бурятского национального округа, Михаил Алексеевич Андреев, Петропавловская средняя школа Джидинского района, Евгений Александрович Куреев, средняя школа Улан-Удэ, Виктор Игнатьевич Масалоев, Баянгольская средняя школа Баргузинского района, Батажаргал Циденович Лыкденов, юбилейная средняя школа Баргузинского района, Юрий Митапов, Алинская средняя школа Курумтанского района, Еремей Данилович Мантыков, Боханская 8-летняя школа, Михаил Селезнев, Воянская средняя школа, Александр Клементьев, средняя школа на Баме, Юрий Федорович Дамбуев, средняя школа Хирит Балагарского района, Рашид Зайнуддинов, средняя школа станции Гусиного озера Селенгинского района, Николай Тимофеев, средняя школа Селенгинского района, Александр Павлуцкий, Курумканская средняя школа, Борис Хасаранович Бальчинов, Урульбинская средняя школа Вальгинского района, Валерий Михайлович Бурцев, Чуйская средняя школа Иркутской области, Николай Петрович Пушкарев, вспомогательная школа номер 3 города Улан-Удэ, Степан Прокопьев, средняя школа Усть-Ордынского национального округа, Николай Кузнецов, Верхнеталецкая средняя школа, Юрий Анатольевич Пантелеев, Таловская средняя школа, Борис Бабасанович Сундрапов, школа 45 города Улан-Удэ, Николай Андреевич Доржиев, Улан-Удэнская школа 30, Анатолий Евдокимович Вижевич, школа номер 51, Сергей Викторович Гришунов, средняя общеобразовательная школа поселка Сотниково, Алексей Андреевич Кицелев, школа-интернат Бичурского района, Зарубин Андрей Николаевич, Иволгинская СОЖ, Юрий Николаевич Ведерников, директор Майской СОЖ, Уханаев Валерий, Верхняя Читуйская СОЖ, Сергей Семенович Сантахонов, Шетхулунская 8-летняя школа, Дамбуев Юрий Францевич, Загустайская средняя школа, Владимир Алексеевич Тимофеев, Цолгинская средняя общеобразовательная школа и другие. Многие из выпускников в разные годы были выдвинуты на руководящие должности и успешно работали и работают директорами различных спортивных организаций и учреждений. Так, например, Галичникин Николай Васильевич был председателем ДСО «Спартак», Костенко Владимир Васильевич председателем ДСО «Трудовые резервы и юность России», Якупов Рафис Латифьянович председателем ВДФСО «Профсоюзы», Владимир Михайлович Лавов председателем ДСО «Локомотив», Альберт Александрович Маратканов возглавлял ДСО «Буревестник», Анатолий Александрович Дружинин председатель ДСО «Локомотив», Бальчинов Федор Хасаранович, Бальчинов Борис Хасаранович и Бельдаев Федор Павлович, а также Цойжилов Баир Цибикович являлись заместителями председателей общества «Динамо». Борис Васильевич Мироманов был автором и ведущим популярной телепрограммы «Радар спорт». Более 50 выпускников работали в партийных, правительственных и представительных органах власти Республики Бурятия и города Улан-Удэ. Геннадий Николаевич Манжуев являлся заместителем председателя Совета министров Бурятской ССР, председателем спорткомитета Бурятской ССР. Владимир Павлович Грехов работал первым секретарем Советского райкома КПСС, затем заместителем мэра города Улан-Удэ. Валерий Будаев работал секретарем райкома комсомола Баурманского района. Владимир Петрович Кондаков работал председателем Бурятского республиканского государственного комитета по физической культуре и спорту. Владислав Матвеевич Бомбошкин руководил республиканским агентством по физической культуре и спорту. Митишов Сергей Петрович был министром физической культуры и спорта Забайкальского края. Дамницурунов Вячеслав Анатольевич, министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Андрей Михайлович Туракин, главой администрации Баунтовского района. Андрей Гамбович Самаринов, главой администрации Тункинского района. Семенов Сергей Александрович является главой администрации Прибайкальского района. Немало наших выпускников в разные годы избирались депутатами районных городских советов депутатов, депутатами Народного хурала Республики Бурятия. Это Антон Андреевич Атарханов, Рафис Латифьянович Якупов, Геннадий Николаевич Манжуев, Борис Дамбаевич Санданов, Степан Владимирович Калмыков, Казимир Исакович Иванов, Анатолий Александрович Попов, Сергей Миронович Пашинский, Андрей Гамбоевич Самаринов, Вячеслав Михайлович Мархаев. Также он был депутатом Государственной Думы Российской Федерации, является членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и председателем регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Также Юрий Михайлович Мельчаков, Бельдаев Федор Павлович, Лыкденов Виталий Николаевич, Абушеев Виктор Мунхажапович, Марковец Игорь Васильевич, Леонов Сергей Трофимович, Бурабазаров Баян Дамбаевич, Будаев Борис Дугданович, Жикжитов Бадма Дашос Аднумбалович, Пантелеев Юрий Анатольевич, Ушаков Александр Викторович, Дашибальжиров Баир Дашиевич, Белоусов Анатолий Евгеньевич. Среди выпускников факультета немало кто посвятил себя служению Отечеству.
неся безупречную службу в вооруженных силах Российской Федерации, Федеральной службе безопасности, МВД, МЧС, Федеральных войсках Росгвардии и других силовых ведомствах. Они поддерживают высокую репутацию наших спортсменов-выпускников. В одной из номинаций сегодня мы обязательно отметим их успехи. Выпускники факультета известны своей целеустремленностью, волю к победе на борцовском ковре, ринге, лыжне, беговой дорожке, проявляют свой твердый характер и в других видах деятельности. Среди выпускников немало кто успешно осуществлял и осуществляет предпринимательскую деятельность. В одной из номинаций сегодня мы обязательно их отметим. Среди наших выпускников есть и почетные граждане Республики Бурятия. Это Захряпин Андрей Борисович, Мархаев Вячеслав Михайлович. Есть почетные граждане города Улан-Удэ. Это Будаев Борис Дугданович, Иванов Казимир Исакович, Степанова Инна Яковлевна, а также почетные граждане других муниципальных образований республики. Этот список сейчас уточняется. Сегодня, когда мы мысленно оглядываемся в прошлое, мы не можем не вспомнить наших организаторов учебного процесса, деканов прошлых лет. Это Устинов Иванов Лев Николаевич, Тарасов Виктор Иванович, Кузнецов Валентин Васильевич, Атарханов Антон Андреевич. На протяжении 17 лет деканом факультета являлся профессор Санданов Борис Домбаевич. Затем деканат возглавил ставший впоследствии ректором университета Калмыков Степан Владимирович. Затем Павлов Александр Емельянович, Цинкер Виталий Михайлович, Покатский Александр Григорьевич, Сагалеев Андрей Сергеевич, Петренко Геннадий Петрович, Дагбаев Батыр Владимирович и Шаргаев Александр Гармаевич. По просьбе наших старших товарищей им хотелось бы особо подчеркнуть роль первого в республике заслуженного тренера РСФСР по боксу, талантливого педагога и организатора Антона Андреевича Атарханова, внесшего большой вклад в развитие и создание коллектива нашего факультета, оставившего добрую память своей неукротимой любовью и преданностью боксу. В канун своего 60-летнего юбилея факультет физической культуры, спорта и туризма мы должны вспомнить и второе поколение своих преподавателей, внесших значительный вклад в подготовку профессиональных кадров с высшим образованием, а также выразить им свою глубокую признательность. Это Александр Петрович Варфоломеев, Алексей Владимирович Гаськов, Светлана Дугаровна Гамбажапова, Валерий Александрович Стрельников, Владимир Александрович Фомин, Геннадий Петрович Петренко, Кирилл Владимирович Балдаев, Ачир Галсанович Батаров, Сергей Клавдич Марьясов, Баир Намгакович Найданов, Татьяна Николаевна Суетина, Андрей Сергеевич Сагалеев, Олег Николаевич Саганов, Надежда Николаевна Суворова, Наталья Григорьевна Филимонова, Ирина Ренчиновна Балданова, Джута Владимировна Дугарова, Батар Петрович Хамаганов и другим. Нельзя не отметить работавших продолжительное время со студентами нашего факультета опытных педагогов межфакультетских кафедр. Это Юрий Владимирович Абросимов, Евгений Иванович Черняев, Лилия Ашировна Константинова, Василий Петрович Елисеев, Иван Иосифович Осинский, Геннадий Циденович Малонов, Авиона Бадмаевна Церемпелон, Анатолий Николаевич Постников, Индра Мархозовна Хабаева, Светлана Борисовна Санданова, Василий Митрофанович Пыкин, Галина Ивановна Роголева, Галина Николаевна Фомицкая, Любовь Немажаповна Рулиени и многие другие. Встречая свой 60-летний юбилей и 25-летний юбилей образования Бурятского государственного университета, факультет физической культуры, спорта и туризма все эти годы остается главной кузницей спортивных кадров для Бурятии. Вот уже 6 десятилетий на факультете готовят тренеров, преподавателей для спортивных школ, учителей физической культуры для общеобразовательных школ. Здесь проходит подготовка многие ведущие спортсмены республики. На факультете сосредоточен значительный научный, педагогический, тренерский потенциал. В целом, с задачами по подготовке, переподготовке и повышению квалификации профессиональных кадров в регионе факультет справляется относительно хорошо, продолжая традиции, заложенные старшими товарищами, тем самым опосредованно реализуя задачи, стоящие сегодня перед социальной сферой Республики Бурятия в области оздоровительной, спортивной и туристской деятельности. Вместе с тем, чтобы и дальше позиционировать факультет ведущим драйвером развития физической культуры, спорта и туризма в Республике Бурятия, перед факультетом сегодня стоят серьезные задачи. Это модернизация образовательного, научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности. И вторая задача – развитие кадрового потенциала, укрепление материально-технической базы, обеспечение и повышение уровня доходов. Для реализации первой группы задач необходимо расширение перечня основных и дополнительных образовательных услуг по актуальным направлениям подготовки.
внедрение современных образовательных технологий, расширение лабораторной базы, приобретение современного диагностического оборудования для модернизации работы научной лаборатории, создание собственной библиотеки факультета, выполнение научных исследований по заказу физических и юридических лиц, в том числе разработка методик и технологий подготовки спортсменов разных видов спорта и различных квалификаций, оздоровительных проектов и программ для различных слоев населения и различных образовательных учреждений. Интеграция образовательной, научной и практической деятельности, выполнение в рамках научно-исследовательской работы проектов, имеющих прикладное значение. Выпуск научно-методических комплексов для насыщения сферы программными продуктами, рекомендациями в помощь организаторам физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работы. Участие в разработке региональных проектов и целевых программ развития физической культуры, спорта и туризма с целью протекции интересов факультета, предусматривающих подготовку и повышение кадров. Для реализации второй группы задач необходима активизация участия в различных конкурсах, проектах и грантах, создание системы стимулов для привлечения студентов, аспирантов и сотрудников к инновационной деятельности, инвестиции в строительство, ремонт и реконструкцию спортивных сооружений. Это реконструкция, разработка ПСД, реконструкция дома спорта и стадиона, в том числе укладку специализированной легкоатлетической дорожки, а также включение реконструкции в целевые программы. Это оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем, улучшение качества учебно-тренировочного процесса. Это организация работы баз отдыха, проведение международных, всероссийских, региональных, межвузовских мероприятий, спортивных, научных, учебных конференций, семинаров и форумов. Организация дополнительных образовательных услуг, в том числе элективных курсов для обучающихся. Организация круглогодичного отдыха преподавателей, сотрудников, ветеранов БГУ и членов их семей. Организация детских оздоровительных смен. Установление связей с вузами-партнерами, отдых и оздоровление студентов университета, населения, юридических лиц, привлечение их личных финансовых и средств бюджетов различных уровней, организация оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе населению организации. Это проведение спартакиад, дней здоровья по заказу организации, занятия физической культуры на базах отдыха и другие мероприятия. Также в рамках университета необходимо предусмотреть подготовку спортивного резерва, актуального в настоящее время в Российской Федерации, организация и предоставление туристических услуг, в том числе физическим и юридическим лицам, в рамках сотрудничества с туристскими организациями. Это разработка и реализация различных туров, джип-туров, экологических, этнокультурных, культурно-познавательных, лечебно-оздоровительных, экскурсионных, в том числе виртуальных для просмотра во время трансферта туризма. Организация походов, сплавов, восхождений, палаточных лагерей, квест-экскурсий и прочие формы. Организация работы Центра непрерывного образования и профессиональной ориентации для создания системы и привлечения отбора талантливой молодежи. Также профессиональной ориентации студентов, школьников и обучающихся спортивных школ. Повышение квалификации и переподготовка. Создание текущей базы данных спортсменов-выпускников, банка данных вакансий, обеспечение трудоустройства выпускников, создание музея славы факультета, преподавание дисциплины самоопределения профессиональной ориентации, создание ассоциации выпускников, что позволит нам установить устойчивые, в том числе профессиональные связи со специалистами, организация деятельности Совета старейшин как совещательного органа факультета с целью использования и передачи своего богатейшего опыта нашими ветеранами. Создание попечительского совета для решения финансово-хозяйственных вопросов факультета, для реализации мероприятий озвученной программы развития. Стратегическое партнерство, установление устойчивых связей с работодателями, бизнесом, общественными организациями. Содействие трудоустройству выпускников и трудоустройства выпускников на факультете. В данном случае факультет выступает в качестве работодателя. Все вышеназванные направления были обсуждены нами на заседаниях кафедр и ученом совете факультета, единогласно одобрены и также рассмотрены на ученом совете университета. По многим из этих направлений уже ведется активная работа. Кроме этого, хочу отметить повышение престижа службы спортсменов в силовых ведомствах и, соответственно, актуальность целенаправленной подготовки к данному виду деятельности.
В текущем году многие выпускники общеобразовательных школ, имеющие хорошую спортивную подготовку, по этой причине предпочли поступление в военные вузы и вузы МВД, а не наш факультет, к сожалению. Поскольку обозначенные вузы расположены за пределами территории республики, Бурятия в данный момент теряет своих хороших спортсменов, а в будущем не досчитается профессиональных кадров, так как уехавшие отсюда ребята вряд ли когда-то вернутся. Поэтому в ближайшее время нам необходимо предпринять все усилия, чтобы обеспечить соответствие потребностей абитуриентов и преимущества нашего факультета в этом направлении подготовки в регионе. Свои предложения на этот счет мы внесли на стратегической сессии университета более года назад. Конечно, они требуют еще детальной проработки, административной поддержки и политической воли. Спасибо за внимание. С праздником, с юбилеем, уважаемые коллеги, дорогие наши выпускники. Ну и, конечно, я хочу отметить в своем выступлении, что мы не претендуем на истину в первой, а тем более в последней инстанции. Возможно, в докладе не названы все фамилии и имена. Мы допускаем, что не учтены все достижения факультета и наших выпускников. За это мы заранее приносим свои извинения. В данный момент ведется работа и по сбору информации. Информация постоянно уточняется. Если нами были допущены ошибки, мы постараемся их учесть в последующей своей деятельности. Юбилей сегодня проходит в необычном для всех формате и ни в коем случае не является отчетным итоговым мероприятием, а наоборот, сегодня мы озвучиваем свои планы и даем старт работе по изучению и изложению своей истории. Мы начинаем работу по составлению справочных сборников о наших выпускниках и преподавателях факультета, работу по созданию музея славы нашего легендарного факультета, открытие которого мы планируем на начало 2021 года. Мы выражаем огромную признательность всем выпускникам, кто откликнулся и поддержал нашу инициативу. Ну и как на спортивной терминологии, в личном зачете пока лидирует Андрей Гамбоевич Самаринов. Он выделен на создание музея 50 тысяч рублей. В командном зачете у нас пока лидируют на сегодняшний день это 2006 и 2011 года выпусков. Значит, на втором месте приблизительно одинаково, с одинаковым результатом идут выпуски 95-го, 97-го и 2005 годов выпуска. На сегодняшний день окончательные итоги мы планируем подвести на открытие нашего музея славы. На сегодняшний день поступило всего 695 600 рублей. Коллеги, это большая сумма, уважаемые выпускники, спасибо вам большое. Конечно, в начале своего пути были некие сомнения, но теперь сомнений нет, что музею славы факультета быть. Спасибо вам большое. На открытии музея мы планируем отметить и вручить письма благодарности лично каждому, кто внес свой посильный вклад. Также еще раз, пользуясь предоставленной возможностью, хочу поблагодарить руководство университета в лице нашего уважаемого ректора Николая Ильича Мошкина за поддержку факультета в своей деятельности. А хочу также поблагодарить наших студентов, преподавателей и сотрудников факультета за организацию и активный личный вклад в реализацию программы развития факультета. Персонально хочу поблагодарить Степана Базаровича Шайсаронова, Владимира Александровича Фомина и своего отца Геннадия Петровича Петренко, наших уважаемых ветеранов, за предоставление и корректировку информации, которая прозвучала в докладе. Уважаемые друзья, при подготовке к юбилею нами были предложены и определены несколько номинаций, чтобы отметить успехи наших выпускников в различных сферах общественной жизни. Я приглашаю сюда на трибуну директора спортивного клуба БГУ Власова Виктора Николаевича и доцента кафедры физического воспитания, начальника отдела Бурятского государственного университета Ольгу Анатольевну Куликову для оглашения результатов подведения итогов номинации. Спасибо. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. В связи с празднованием 60-летнего юбилея факультета физической культуры, спорта и туризма
за мировые достижения в спортивной деятельности, которыми вы популяризируете физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни среди населения и студенческой молодежи Республики Бурятия, а также за повышение престижа спортивной деятельности и продвижение нашего легендарного факультета. Выражает искреннюю благодарность Базургуруеву Базару Будажаповичу, Баженимаеву Алдару Леонидовичу, Будаеву Борису Дугдановичу, Ванкееву Батоманку Демьяновичу, Гамбажаповой Светлане Дугаровне, Жамбаловой Алисе Саяновне, Захряпину Андрею Борисовичу, Кожевникову Григорию Николаевичу, Мировановой Надежде Константиновне, Павлуцкому Александру Артуровичу, Степановой Инне Яковлевне, Сактоеву Александру Ачировичу, Царимпилову Большинему Царинжаповичу, Эрденеевой Наталье Константиновне, Яковлеву Павлу Кузьмичу, Цбигдаржиеву Баиру Жаргаловичу, Яськовой Анастасии Вячеславовне, Абарникову Андрею Сергеевичу, Малюк Владиславу Александровичу, Арьянову Баир Циден Ишеевичу, Абидуеву Екатерине Васильевне, Ирденееву Эрдему Андреевичу, Илигееву Алдару Эдуардовичу, Амактуеву Баиру Даржиевичу, Максимову Владимиру Викторовичу. За высокие достижения в тренерской деятельности, которыми вы прославляете Бурятский государственный университет и Республику Бурятия, популяризируете физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни среди населения и студенческой молодежи Республики Бурятия, а также за повышение престижа профессии тренера, повышение авторитета и продвижение нашего легендарного факультета, выражаем искреннюю благодарность Ангархаеву Владимиру Жембеевичу, Байнееву Виктору Васильевичу, Болотову Арсалану Валерьевичу, Бусовикову Владимиру Петровичу, Данилову Аркадию Даниловичу, Диханову Александру Сергеевичу, Иванову Валерию Николаевичу, Иванову Сергею Сергеевичу, Ивахинову Виктору Сосоровичу, Кожевникову Виктории Юрьевне, Марковец Игорю Васильевичу, Малонову Максиму Максимовичу, Атутову Андрею Петровичу, Балдаеву Кириллу Владимировичу, Воложанину Сергею Егоровичу, Гамбажаповой Светлане Дугаровне, Гришинову Сергею Викторовичу, Дагбаеву Батару Владимировичу, Климову Сергею Петровичу, Кокорина Сергею Александровичу, Намсараевой Яне Николаевне, Суровой Надежде Николаевне, Тимошенко Виктору Гавриловичу, Трескину Александру Васильевичу, Хазагаеву Шагдуржапу Александровичу, Харитонову Олегу Петровичу, Царинжапову Цидинбалу Тагашиевичу, Шакшанову Даржо Немаевичу, Эрденееву Гералме Царинжаповне, Эрденееву Константину Дашиевичу. За вашу преданность своей профессии, популяризации здорового образа жизни среди населения республики, привитие интереса и любовь к занятиям физической культурой и спортом, физическое воспитание школьной и студенческой молодежи, а также за повышение престижа педагогического труда, повышение авторитета и продвижение нашего легендарного факультета, выражает искреннюю благодарность Алексееву Алексею Витальевичу, Батомункуеву Базыру Балдановичу, Барыкову Сергею Геннадьевичу, Васильеву Юрию Сергеевичу, Лушинской Светлане Владимировне, Гельмановой Ирине Григорьевне, Зубакиной Людмиле Михайловне, Иванову Казимиру Исаковичу, Кочетову Виктору Степановичу, Ачирову Бимба Цирен Валерьевичу, Павлову Дмитрию Александровичу, Покатскому Александру Григорьевичу, Попову Анатолию Григорьевичу, Сунгатовой Елене Георгиевне, Тимофееву Владимиру Алексеевичу, Цыбикову Григорию Цареновичу, Шантакову Василию Бадеевичу, Черных Олегу Вячеславовичу, Дугарову Данзан Даби Балаевичу, Братенкову Александру Викторовичу, Бумбошкиной Наталье Царинжаповне, Егорову Ивану Михайловичу, Шокаревой Ольге Геннадьевне, Власовой Лене Викторовне, Гуржаповой Виктории Константиновне, Дагбаеву Батару Владимировичу, Дашибальжировой Ольге Дамдиновне, Иванчиковой Татьяны Леонидовне, Корнаковой Веронике Владимировне, Новицкой Елене Сергеевне, Медведевой Екатерине, Олейникову Михаилу Ивановичу,
Гуржапову Юрию Галсановичу, Сычевой Надежде Васильевне, Унагаеву Леониду Фадеевичу, Томиловой Александре Иннокентьевне, Бочкаревой Юлии Савельевны, Ренчинову Арсалану Дамдиновичу, Дашиеву Евгению Валерьевичу, Уржанову Александру Сергеевичу, Тимофееву Николаю Ивановичу. За вашу преданность своей профессии, популяризацию здорового образа жизни среди населения республики, привитие интереса и любви к занятиям физической культурой и спортом, физическое воспитание школьной и студенческой молодежи, а также за повышение престижа педагогического труда, повышение авторитета и продвижение нашего легендарного факультета, выражает благодарность Алексееву Алексею Витальевичу, Батамункуеву Базыр Балдановичу, Брыкову Сергею Геннадьевичу, Васильеву Юрию Сергеевичу, Булшинской Светлане Владимировне, Гельмановой Ирине Григорьевне, Дугарову Донзану Добибаловичу, Бароевой Юлии Олеговне, Броденькову Александру Викторовичу, Бомбошкиной Наталье Царинжаповне, за высокие достижения в научной деятельности и развитие научных направлений в области теории и методики физической культуры и физического воспитания, спортивной тренировки и экстремальной соревновательной деятельности, рекреации и реабилитации средствами физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, а также за повышение интереса среди студенческой молодежи к научным изысканиям и творческой активности, своими успехами вы способствуете развитию физической культуры, достижению мировых результатов в спорте, повышению престиж науки, повышает авторитет и продвигаете наш легендарный факультет. Выражает искреннюю благодарность Аксенову Максиму Олеговичу, Галимову Геннадию Яковлевичу, Гаськову Алексею Владимировичу, Колдунову Степану Владимировичу, Комаровой Анне Владимировне, Надмитовой Ольге Сергеевне, Павлову Александру Емельяновичу, Старковой Ирине Ивановне, Цинкер Виталию Михайловичу, Бардамову Гавриилу Борисовичу, Валиеву Равилу Галимзяновичу, Любарской Эльвире Витальевне и Стрельникову Валерию Александровичу. За ваши успехи в общественной и политической деятельности, популяризацию здорового образа жизни, всемирную поддержку развития физической культуры и спорта в республике среди школьной и студенческой молодежи, а также за повышение престижа высшего физкультурного образования, повышение авторитета и продвижение нашего легендарного факультета, выражает искреннюю благодарность Белоусову Анатолию Евгеньевичу, Мильдяеву Федору Павловичу, Бомбошкину Владиславу Матвеевичу, Дамдинцерунову Вячеславу Анатольевичу, Дашибальжирову Баиру Дашиевичу, Калмыкову Степану Владимировичу, Леонову Сергею Трофимовичу, Лыгденову Виталию Николаевичу, Марковец Игорю Васильевичу, Мархаеву Вячеславу Михайловичу, Пантелееву Юрию Анатольевичу, Пашинскому Сергею Мироновичу, Семенову Сергею Александровичу, Ушакову Александру Викторовичу. За отличное несение службы Отечеству, профессиональный и добросовестный труд в деле обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, антитеррористическую защиту, профилактику и пресечение преступлений, административных нарушений и чрезвычайных ситуаций, защиту Родины, жизни и здоровья людей, а также глубокую признательность за поддержание безупречной репутации спортсменов, проходящих службу в рядах военных и силовых ведомств Российской Федерации, и в связи с этим за повышение авторитета и престижа нашего легендарного факультета выражаем искреннюю благодарность Барсукову Алексею Петровичу, Барсукову Геннадию Борисовичу, Билдаеву Федору Павловичу, Бажайкину Евгению Борисовичу, Варфоломееву Андрею Никофоровичу, Гатилову Сергею Николаевичу, Гладышеву Михаилу Александровичу, Казакову Дмитрию Петровичу, Капустину Евгению Сергеевичу, Комиссарову Олегу Владимировичу, Марковцеву Олегу Юрьевичу, Мамонтову
Андрею Валерьевичу, Мамонтову Павлу Валерьевичу, Мархаеву Вячеславу Михайловичу, Телешеву Константину Александровичу, Зайжилову Баиру Цибиковичу, Чавкину Владимиру Петровичу, Мельникову Юрию Михайловичу, Дианову Борису Петровичу, Гулгенову Бадмажапову Бальжинимаевичу. За ваши успехи в предпринимательской деятельности и содействию развитию физической культуры и спорта, активную жизненную позицию, повышение авторитета и продвижение нашего легендарного факультета. Выражает искреннюю благодарность Абушееву Виктору Мункожаповичу, Бардамову Льву Львовичу, Белоусову Олегу Александровичу, Додонову Игорю Павловичу, Иртуханову Владимиру, Ионову Дмитрию Анатольевичу, Ларионову Андрею Анатольевичу, Пашинскому Сергею Мироновичу, Роговой Светлане Анатольевне, Соболеву Андрею Алексеевичу, Самарину Андрею Гамбоевичу, Шабардину Сергею Геннадьевичу, Жарко Дмитрию Владимировичу, Морозову Виталию Владимировичу. За большой личный вклад в организацию оздоровления населения средствами физической культуры и спорта, пропаганду активного отдыха и здорового образа жизни, популяризацию современных фитнес-технологий, а также повышение авторитета и престижа нашего легендарного факультета, выражает искреннюю благодарность Базаровой Ларисе Борисовне, Бусовикову Ивану Андреевичу, Варфоломееву Андрею Викторовичу, Воложанину Сергею Егоровичу, Гордеевой Марине Андреевне, Грехневу Александру Борисовичу, Денисенко Анне Владимировне, Максимову Диляру Хамидовну, Карпушкееву Юлию Бальжинимаевну, Кулиеву Вячеслава Вячеславовича, Кулиева Рафаэля Вячеславовича, Лихачеву Василию Александровичу, Ребрия Тимофея Александровича, Соболеву Ивану Викторовичу, Суетиной Татьяне Николаевне, Федору Александру Александровичу, Хомякову Евгению Леонидовичу, Чичулину Алексею Николаевичу, Шмыгина Александра Петровича. За популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди преподавателей и сотрудников, а также студентов Бурятского государственного университета имени Даржи Базарова. Желаем вам в наше простое время крепкого здоровья, успехов в учебе и работе и новых спортивных достижений. Выражаем благодарность Акчурину Александру Растамовичу, Акчуриной Анне Владимировне, Ахмадулиной Светлане Зинатовне, Балакиреву Алексею Николаевичу, Батаровой Галине Николаевне, Нартуевой Ольге Александровне, Дармаеву Мигму Владимировичу, Журба Анастасии Вячеславовне, Ким Туяне Беликовне, Намнанову Данзан Дапиловичу, Печеевой Елене Викторовне, Пыжиковой Евгении Михайловне, Роговлевой Галине Ивановне, Родионову Владимиру Александровичу, Хахинову Вячеславу Викторовичу, Цыбиковой Туяне Сандаликовне, Шахову Эдуарду Клементьевичу, Родионову Владимиру Александровичу, Антоновой Ларисе Васильевне, Занданову Александру Октябревичу, Семеновой Эржене Васильевне, Золотаревой Нине Анатольевне, Дагбаевой Нине Жамсуевне, Намаговой Виктории Владимировне, Катамановой Ольге Владимировне, Петренко Дмитрию Геннадьевичу, Цыдыпову Шулун Балтодаржиевичу, Роднаевой Эльвире Львовне, Марзаевой Туяне Владимировне, Бураеву Дмитрию Игнатьевичу, Макарову Александру Николаевичу. Также дополнительно почетными грамотами администрации Джидинского района награждены Цыренов Евгений Юрьевич, Эрдынеев Батар Владимирович, Семенов Сергей Михайлович, Семенов Федор Лукич, Хандакова Алевтина Владимировна, Угрюмов Денис Викторович, благодарственными письмами от Прибайкальского района Авхадеев Равиль Вафиевич, Пантелеев Юрий Анатольевич, Сахаров Анатолий Васильевич, Федор Михаил Леонтьевич, Ефимов Александр Викторович, Сердцев Сергей Валентинович,
Сунгатова Елена Георгиевна, Лобов Игорь Васильевич, Семенова Светлана Владимировна, Баранов Сергей Витальевич. Грамотами Прибайкальского района от Совета депутатов Егоров Иван Михайлович, Кушнарев Василий Минаевич, Ефимов Виктор Терентьевич, Заиграев Юрий Яковлевич, Судаков Игорь Геннадьевич, Федотов Николай Владимирович, Балаганский Владимир Павлович, Сунгатов Сергей Александрович, Тутаев Михаил Иванович, Долотоев Цибикжап Басарсадаевич. Грамотами также награждены за вклад в развитие физической культуры и спорта в Муйском районе и в связи с 60-летием юбилеем факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова награждены Матюк Анатолий Владимирович, Архипов Владимир Ильич, Демин Александр Степанович, Пентаев Виктор Иванович, Дутова Лариса Анатольевна. Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова в связи с празднованием 60-летнего юбилея факультета физической культуры, спорта и туризма за лучшую подготовку организации и активный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования, пропаганду ценностей здорового образа жизни, признание и всемирную поддержку деятельности учителей физической культуры, тренеров по различным видам спорта, культивируемым в вашем районе, а также за активное взаимодействие с университетом и продвижение нашего легендарного факультета. Выражает искреннюю благодарность руководителю администрации Прибайкальского района Сергею Александровичу Семенову, руководителю администрации Кабанского района Алексею Анатольевичу Соколовскому, руководителю администрации Муйского района Андрею Ивановичу Козлову, руководителю администрации Мухоршибирского района Владимиру Николаевичу Малонову, руководителю администрации Селенгинского района Станиславу Дашиевичу Гармаеву, руководителю администрации Тункинского района Ивану Александровичу Альхееву, руководителю администрации Джидинского района Валерию Ренчиновичу Циренову, руководителю администрации Кяхтинского района Бимба Жигмитовича Немаеву. За лучшую постановку организации и активный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования, пропаганду ценностей здорового образа жизни, признание и всемирную поддержку деятельности учителей физической культуры и тренеров по различным видам спорта, культивируем в вашем районе, а также за активное взаимодействие с университетом и продвижение нашего легендарного факультета, выражаем искреннюю благодарность. Так, давай. Цыренова Евгения Юрьевича, Эрденеева Батора Дмитриевича, Семенова Сергея Александровича, Красикову Анатолию Николаевичу. За ваш большой вклад в становление и развитие нашего легендарного факультета, за поддержку профессиональных кадров с высшим физкультурным образованием, среди которых именные спортсмены, талантливые тренеры, маститые педагоги, известные научные, общественные и политические деятели, успешные предприниматели и меценаты, сотрудники и руководители силовых ведомств. Желаем вам в наше непростое время крепкого здоровья, активного долголетия и новых творческих успехов. Выражаем вам искреннюю благодарность Гармаеву Григорию Иннокентьевичу, Павловой Елене Геннадьевне, Кобылкиной Анне Ивановне, Оскорбиной Светлане Юрьевне, Валуевой Марине Юрьевне, Бальхаева Вадима Валерьевича, Дик Галине Дмитриевне, Меньшиковой Вере Ивановне, Сивковой Олегу Игоревичу, Рандину Сергею Николаевичу, Черняк Сергею Ивановичу, Дондорова Церегму Базардашиевну, Павлову Ирину Петровну, Петрову Наталью Владимировну, Петрову Юрию Вячеславовичу, Сапрыгину Юлию Сергеевичу, Ткаченко Валентину Николаевичу, Буентуевой Эрдеме Сергеевичу, Рудых Ольгу Юрьевну, Буентуеву Георгию Михайловичу, Михайлову Андрею Владимировичу, Цыренову Цидинжаку Жимбеевичу,
Бадмаеву Юрию Ринчиновичу, Борисову Александру Ивановичу, Доржиеву Амгалану Александровичу, Григорьеву Владимиру Николаевичу, Климову Петру Федоровичу, Ванчикову Дамби Намсаевичу, Пантелеевой Валентине Ивановне, Андрощук Марине Валерьевне, Атасову Андрею Викторовичу, Баженову Алексею Петровичу, Борисенко Артуру Владимировичу, Зубакину Евгению Вячеславовичу, Матушкину Нину Константиновну, Ачирову Сергею Анатольевичу, Янькову Александру Владимировичу, Шарапову Дмитрию Анатольевичу, Спиридонову Ивану Владимировичу, Шурыгина Антону Сергеевичу, Михайлову Сергею Гавриловичу, Яковлевой Оксане Иннокентьевне, Суворову Игорю Викторовичу, Широковой Светлане Васильевне. Баженову Алексею Петровичу, Зубакину Евгению Вячеславовичу, Цыбикову Баиру Владимировичу, Батумункуеву Баиру Дашиевичу, Церемпилову Климу Циденовичу, Цыренову Беликто Доржиевичу, Дашиеву Алдару Алексеевичу, Чекдуровой Татьяне Владимировне, Пугаеву Геннадию Федоровичу, Овсякину Сергею Николаевичу, Тудупову Бато Николаевичу, Гармаеву Григорию Иннокентьевичу, Агафонову Михаилу Ивановичу, Дугарову Жамьян Дашиевне, Зарифулиной Анастасии Викторовне, Гулгенову Доржи Большенимаевичу, Доржапову Марку Дамбиевичу, Гаськову Владимиру Юрьевичу, Жаргалову Дамдижапу Жаповичу, Пантелеевой Ирине Евгеньевне, Кислицыну Денису Сергеевичу. Салданову Доржо Дамдиновичу, Федотову Николаю Владимировичу, Донзанову Тумену Дабаевичу, Смирнову Алексею Александровичу, Судакову Игорю Геннадьевичу, Быкову Вячеславу Григорьевичу, Лобанову Игорю Васильевичу, Суменкову Федору Лукичу, Семеновой Светлане Владимировне, Сунгатову Сергею Александровичу, Ачирову Жаргалу Дабаевичу. Бадмаеву Владиславу Сергеевичу, Тактоевой Людмиле Владимировне, Белгыровой Ольге Ломожаповне, Мартыновой Ольге Борисовне, Малонову Александру Владимировичу. Для дальнейшего награждения слово предоставляется декану факультета физической культуры, спорта и туризма Петренко Дмитрию Геннадьевичу. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие наши выпускники, уважаемые старшие товарищи, сегодня в этот великий знаменательный день для нас, 60-летие родного, любимого, легендарного факультета, за большой личный вклад в становление и развитие нашего легендарного факультета, за подготовку профессиональных кадров с высшим физкультурным образованием, среди которых именитые спортсмены, талантливые тренеры, маститые педагоги, известные научные, общественные и политические деятели, успешные предприниматели и меценаты, сотрудники и руководители силовых ведомств. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим уважаемым ветеранам, а также преподавателям, которые в настоящее время перешли на другую работу. Афанасьеву Сергею Николаевичу, Балдаеву Владимиру Лазаревичу, Балдановой Ирине Ринчиновне, Батарову Ачиру Галсановичу, Бражник Валерию Ивановичу, Ванчикову Сергею Цыбиковичу, Варфоломееву Анатолию Петровичу, Галимову Геннадию Яковлевичу, Гафарову Гамильяну Шайхнуровичу, Доржиеву Николаю Андреевичу, Иванову Валерию Николаевичу, Калмыкову Степану Владимировичу, Кузнецову Виталию Ивановичу и его супруге Прокофьевой Валентине Николаевне, Куликову Сергею Николаевичу, Ли Евдокии Владимировне, Лыгденову Виталию Николаевичу, Марьясову Сергею Клавдиевичу, Мунгалову Валерию Георгиевичу, Найданову Баиру Намдаковичу, Петренко Геннадию Петровичу, Покатскому Александру Григорьевичу, Ромашину Геннадию Николаевичу, Сергеевой Галине Владимировне, Синяевой Зое Константиновне, Стрельникову Валерию Александровичу, Суворову Николаю Николаевичу, Суетиной Татьяне Николаевне,
Токареву Азе Ильиничне, Трескину Александру Васильевичу, Туманцеву Владимиру Михайловичу, Фалилееву Владимиру Николаевичу, Фомину Владимиру Александровичу, Хамаганову Батру Петровичу, Хамноевой Мире Аршидоевне, Цибикову Борису Семеновичу, Цинкер Виталию Михайловичу, Цибикову Григорию Цыреновичу, Чикаш Сергею Леонардовичу, Шаргаеву Александру Гармаевичу, Шмелеву Владимиру Петровичу, Шайсаронову Степану Базаровичу. Среди сотрудников и лаборантов благодарственным письмом также отмечены Балдаева Вера Филипповна, Боксер Дина Григорьевна, Буинова Евгения Николаевна, Ванданова Анна Викторовна, Дагбаева Ирина Валерьевна, Данилова Вера Гармаевна, Иванова Людмила Дмитриевна, Иванчикова Татьяна Леонидовна, Игнатьева Инга Марксовна, Ачирова Светлана Домбаевна, Петухова Гита Геровна, Цыбикова Людмила Цыреновна, Переходько Виктор Николаевич. Желаем вам в наше непростое время крепкого здоровья, активного долголетия и новых творческих успехов во благо Республики Бурятия и Российской Федерации. Хочу сказать и поблагодарить всех за подготовку к сегодняшнему мероприятию заранее, а также по поручению нашего ректора Николая Ильича Мошкина озвучить, что также награждены почетной грамотой Бурятского государственного университета Гулгенов Цидынжаб Бальжинимаевич и Цыбикова Людмила Цыреновна. Атутов Андрей Петрович удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» и Комарова Анна Владимировна почетной грамотой администрации Советского района. Все свои награды мы сможем получить на открытии музея. С удовольствием вас заранее на открытие музея приглашаем и там произведем церемонию награждения. Хочу также озвучить благодарственные письма и приветственные адреса, направленные в адрес нашего факультета в связи с 60-летним юбилеем от начальника управления полковника внутренней службы Шаргакшанова и управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации в Республике Бурятия, начальника управления по Республике Бурятия, полковника полиции Сергея Николаевича Гатилова. Спасибо большое за поздравления. Ну, а мы переходим дальше к работе конференции. И слово я предоставляю заведующей кафедрой теории физической культуры, кандидату педагогических наук, доценту Комаровой Анне Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые многочисленные выпускники нашего факультета. Мы продолжаем наше пленарное докладывание, наше пленарное заседание, на котором будут представлены доклады наших коллег из университета, а также ведущих спортивных ученых. Хочу поздравить наш факультет с 60-летним юбилеем. Наш факультет имеет очень богатую историю, которую подробно изложил в своем докладе Дмитрий Геннадьевич. Желаю всем благополучия, добра и, конечно же, высоких спортивных достижений и успехов в деле пропаганды физической культуры и спорта. Дальше мы продолжаем работу нашего пленарного заседания. До обеда будут заслушаны два доклада. Это мой доклад Комаровой Анны Владимировны и доклад заведующего кафедры физического воспитания Воложанина Сергея Егоровича. После обеда в 15:00 большая просьба присоединиться к трансляции и послушать наших коллег из Москвы, из Ливерпуля и из других городов России, послушать наших ведущих ученых. Будут выступать
Найданов Баир Намдакович, Аксенов Максим Олегович, Андрющенко Лилия Борисовна, Ильин Александр Борисович и Ахметов Ильдус Ильясович. Это те исследования, которые вносят большой вклад в практику научно-методического обеспечения подготовки спортсменов. Это те авторы, публикации которых цитируются в различных базах. И представляем вашему вниманию доклад «Реализация процесса физического воспитания и спортивной подготовки в электронной информационно-образовательной среде вузов». Все мы знаем, что в середине марта 2020 года на территории нашей страны сложилась чрезвычайная ситуация, которая была связана с профилактикой коронавируса 19. И поэтому реализация программ осуществлялась с использованием дистанционных образовательных технологий. Проблема заключается в том, что необходимо было изучить современное состояние, перспективы данного вопроса. Также мы рассматривали процесс формирования компетенций, который предусмотрен физической культурой, спортивными дисциплинами. Необходимо также исследовать сочетание режима двигательной активности и проведения занятий онлайн, так как мы знаем, что проведение занятий онлайн зачастую связано, наоборот, с гиподинамией. А физическая культура и спорт, соответственно, решают противоположную задачу, которая направлена на устранение режима гиподинамии. Кроме того, мы рассматривали роль преподавателя в электронной информационно-образовательной среде и также были проанализированы другие проблемные аспекты. Целью нашего исследования было изучение организации процесса физического воспитания, спортивной подготовки в электронной информационно-образовательной среде вузов Бурятии. Методология исследования включает публикации ведущих ученых, которые мы исследовали в базах eLibrary, в базах Scopus, в базах Web of Science, изучали современные тенденции развития информационно-образовательной среды вузов, также рассматривали специфику информационно-образовательной среды процесса физического воспитания и спортивной подготовки, исследовали эффективность средств информационно-образовательной среды и, кроме того, также нами был проанализирован опыт использования образовательной платформы Moodle. Процесс цифровизации образовательной среды, он изучается уже больше 20 лет. Больше 20 лет вузы России переходят на режим дистанционных технологий. Активно эти технологии используются. С помощью цифровизации образовательной среды можно формировать широкий спектр компетенций. На слайде приведены авторы, которые занимались этой проблемой. Также внедрение информационных технологий, конечно же, подразумевает, что стратегия деятельности преподавателя должна подвергаться определенной модернизации. Значительно расширяются функции. Преподаватель уже начинает выполнять несколько ролей, осваивает роли администратора, тьютера, дизайнера. И, конечно же, большие требования предъявляются к личной информационной компетентности учителя физической культуры, преподавателя, тренера. И если мы рассмотрим зарубежные публикации, то большое внимание уделяется системам управления обучением. То есть есть даже такое понятие, которое называется Learning Management System. Что касается нашего университета, университетов Бурятии, то переход учреждения высшего образования на дистанционное обучение, он не был связан с большими трудностями, так как
у многих представителей профессорско-преподавательского состава есть определенный опыт. Многими созданы курсы на платформе Moodle, даже те курсы, которые разработаны в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются курсам, входят в эффективный контракт нашего университета. Учебно-методическое управление, деканы, заведующие кафедрами проводили большую работу по организации вебинаров, курсов для повышения информационной компетентности. И, кроме того, также постоянно проводятся персональные консультации. Отмечая положительные стороны электронной информационно-образовательной среды, мы можем выделить следующее. Информационные технологии дают возможность обучаться у ведущих специалистов, то есть для организации семинаров, лекций, конференций мы можем привлекать ведущие специалисты и при этом, в общем-то, не неся значительных материальных затрат. Также имеется большое количество бесплатного обучающего контента. И неоспоримым преимуществом также является то, что процесс обучения возможен в рамках гибкого графика учебного процесса, то есть можно строить индивидуальные образовательные маршруты. И, кроме того, информационные технологии, электронно-информационно-образовательная среда помогает решить острый вопрос нехватки учебников и методических пособий. И очень важным, жирным, скажем, плюсом является то, что возможно создавать массовость потоков без угрозы распространения вирусов и инфекций. То есть благодаря информационно-образовательной среде мы даже сегодня можем проводить конференцию с большим количеством участников, и также у нас есть обратная связь. Ну, конечно же, отмечая положительные акценты, положительные моменты, нам нужно и также остановиться на проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Во-первых, важной проблемой дистанционных занятий физической культурой и спортом является невозможность контролировать соблюдение техники безопасности, а также трудности отслеживания техники выполнения физических упражнений. Кроме того, дистанционно занятия по физической культуре и спорту проводятся не в предназначенных для этого местах. Ну, потому что зачастую студенты занимаются дома, в огороде, и, соответственно, нет специальных спортивных сооружений, отсутствует необходимый спортивный инвентарь. Также длительное времяпровождение за компьютером, то есть у нас студенты нашего факультета изучают не только практические дисциплины, но еще теоретический большой блок. Соответственно, необходимо проводить очень много времени за компьютером, и поэтому возникают, конечно же, риски, которые связаны с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. И немаловажно является то, что присутствует очень большая нагрузка на зрительный анализатор. Для того, чтобы определить особенности организации процесса физической воспитания и спортивной подготовки в вузах Бурятии, мы провели анкетирование преподавателей, студентов и выявили следующие особенности. Анкетирование мы проводили с помощью сервиса Google Forms. И что касается результатов анкетирования, то если мы рассмотрим первый блок, который касается организации деятельности в электронной информационно-образовательной среде, то мы можем посмотреть, что в целом большинство опрошенных имеют представление об электронной информационно-образовательной среде, систематически применяют, регулярно пользуются личным кабинетом студентом-преподавателя, работают на платформе Moodle. Но, однако,
около трети опрошенных ответили, что им не хватает компетентности, и им нужно еще работать над собой, вырабатывать определенные навыки для того, чтобы работа была продуктивна и чтобы не испытывать чувство дискомфорта. Следующий блок, который касается эффективности применения электронной информационно-образовательной среды при проведении занятий по физическому воспитанию. Мы, в общем-то, когда проводили, это исследование у нас было где-то в мае-июне 2020 года, то большинство опрошенных дали отрицательный ответ относительно эффективности такого обучения, именно то, что касается физической культуры и специальных спортивных дисциплин. И в качестве причин указали затрудненность оперативного контроля, коррекции техники выполнения. И также назвали нехватку спортивных сооружений. И больше половины, 65%, ответили, что если бы была возможность не пользоваться электронной информационно-образовательной средой, которая касается преподавания физического воспитания, то, соответственно, они бы ответили, что, конечно, они бы этим не пользовались. И что касается третьего блока вопросов, предложения по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды, то большинство ответили, что необходима качественная разработка онлайн-курсов, и также больше 90% ответили, что для того, чтобы все-таки процесс обучения был успешен, необходимо также обратить внимание на материальную часть, то есть иметь высокофункциональные компьютеры и достаточно быстрый интернет, так как зачастую именно эти факторы, скажем, мешают качественному процессу обучения, особенно если это касается каких-то, скажем, удаленных районов, где для того, чтобы им поймать интернет, нужно куда-то идти в соседнюю деревню или подниматься на гору и осуществлять еще какие-то, скажем, другие манипуляции. Кроме того, используя собственный опыт, используя, скажем, анализируя опыт коллег, мы проанализировали компоненты электронной информационно-образовательной среды в области физической культуры и спорта. Конечно же, мы практически все пользуемся системой Moodle, и, соответственно, в ней можно, скажем, структурировать обучающий контент, создавать тесты, осуществлять контроль за обучающимися. Но, тем не менее, эта платформа более ориентирована на западную модель, и возникает сложность учета обучающихся различных групп в одном курсе. Ну, допустим, как лично я решила эту проблему. Я создаю курсы Moodle не по дисциплине, а я создаю курсы Moodle по группам. То есть у меня в одной группе, в одном курсе получается много-много дисциплин для каждой группы. Ну, порядка я 3-4 могу дисциплин вести, допустим, у третьего курса. И отдельные курсы, чтобы студенты не путались, чтобы преподаватели не путались, я вот создаю курсы по группам. Следующий, скажем, компонент электронной информационно-образовательной среды – это Zoom. С помощью Zoom можно, скажем, одновременно видеть большое количество обучающихся, что, в общем-то, облегчает контроль. Но есть определенные, скажем, недостатки, трудности, то, что постоянно необходимо создавать пароли, подтверждать участников конференции, и, кроме того, расширенная версия платная. Ну, альтернатива Zoom, которым пользуются, в общем-то, многие преподаватели нашего факультета, это Skype. Эта программа достаточно проста, интуитивна, можно использовать мессенджер, групповой чат, но что касается отображения на экране, то оно, скажем, не упорядочено. И еще один компонент информационно-образовательной среды – это личный кабинет студента и преподавателя. Нашими программистами разработана очень хорошая платформа «Личный кабинет студента и преподавателя БГУ», и она достаточно удобна, в ней отражается информация относительно успеваемости, посещаемости, есть доступ к учебным планам, рабочим программам, библиотечным системам, расписание даже там есть. И, в общем-то,
работает достаточно стабильно, ну, очень редко возникают трудности, которые связаны с техподдержкой кабинета. И, кроме того, компонентами информационной электронной образовательной среды также являются специальные программы, компьютерные приложения. Ну, в частности, мы используем Polarflow, Garmin Connect, Runtastic, Strava, Gymkeeper и другие. С помощью этих систем, которые также могут быть телеметрическими, есть возможность отслеживать нагрузки, параметры восстановления, питания. И, скажем, что же касается сложностей, то, опять же, расширенная версия Pro, как правило, платные. И, скажем, и требуются также еще могут отдельные приборы, за которые тоже нужно платить определенную сумму вносить. И в заключение хотелось бы отметить, что результаты, которые мы получили в ходе исследования, отражают перманентность совершенствования процесса цифровизации образовательной среды. И для того, чтобы этот процесс осуществлялся эффективно, должны быть созданы благоприятные условия. Нами были отмечены преимущества работы в электронной информационной образовательной среде, к которым мы относим возможность взаимодействия с ведущими специалистами, гибкий учебный график, большое количество обучающего контента. Что же касается проблемных аспектов, то следует подчеркнуть трудности контроля техники безопасности, техники выполнения физических упражнений, ограничения к доступу специализированных физкультурно-спортивных сооружений и спортивному инвентарю. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Ну, почему? Можно? Ага. Спасибо. Спасибо, коллеги. Приглашаем выступить с пленарным докладом заведующего кафедрой физического воспитания, кандидата педагогических наук, доцента Воложанина Сергея Егоровича. Тема доклада «Исторические аспекты кадрового состава кафедры физического воспитания БГПИ БГУ». Здравствуйте, уважаемые выпускники, коллеги, друзья. Хочу вас всех поздравить с нашим юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях и во всех ваших направлениях. Ну вот основная деятельность кафедры, долго не буду, потому что и так все понимают, да, цель кафедры, работа кафедры, это, конечно же, осуществлять учебную, научную и учебно-методическую, а также оздоровительную, физкультурно-массовую и спортивную работу в ВУЗе. Кафедра работает по педагогическим направлениям, связанным с внедрением здоровья-сберегающих технологий, способствующих повышению уровня двигательной подготовленности и формированию среды здорового стиля жизни студенческой молодежи. С момента создания в 1932 году Бурятского агропедагогического института физическая культура и спорт всегда сопровождали студенческие и преподавательские коллективы вуза. Студенческая молодежь всегда была активной и принимала участие в спортивных состязаниях и первенствах Бурят-Монгольской АССР по разным видам спорта, включая национальные. В связи с пониманием важности вопросов, связанных с учебным процессом по физическому воспитанию и организацией спортивной деятельности среди студенческой молодежи, возникла необходимость в новой структуре, которая должна была бы систематизировать работу по физической культуре и спорту в высшем учебном заведении. И вот таким образом в 1947 году в Бурятском государственном педагогическом институте на тот момент имени Доржи Банзарова была организована кафедра физического воспитания. Преподаватели кафедры внесли огромный вклад в подготовку инструкторов-общественников по разным видам спорта, а также учителей физической культуры. Первым заведующим был назначен Лев Николаевич Устинов-Иванов,
выпускник Центрального института физической культуры, специалист разносторонней подготовки, который позднее в 60-м году стал организатором и первым деканом нашего факультета. Сегодня уже в докладе об этом говорилось. С 61 года по 66 год заведующим кафедрой был выпускник Кировского педагогического института Виктор Иванович Тарасов. С 66 по 70 год кафедрой заведовал Антон Андреевич Тарханов, выпускник Ленинградского института физической культуры имени Петра Францевича Лесговта. С 70 по 74 год заведующим кафедрой был Константин Александрович Цветков, выпускник Горьковского педагогического института. Недолгое время, с 74 по 75 года, в должности заведующего работал выпускник, наш выпускник уже, Владимир Александрович Шмелев. Далее, с 75 года, долгое время, по 1994 год руководил кафедрой Балдаев Владимир Лазаревич, выпускник Ленинградского института физической культуры, заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, отличник народного образования, профессор в СГУТу, кандидат педагогических наук, доцент, тренер сборной команды по легкой атлетике Республики Бурятия. Значит, Владимир Лазаревич представляет вот эту замечательную плеяду, да, выпускников славного Ленинградского института физической культуры, которые, значит, стояли у истоков также создания нашего факультета. С 1994 по 1997 год заведующим кафедрой был Ильин Владимир Ананьевич, выпускник БГПИ, доцент, заслуженный работник физической культуры, отличник физической культуры РБ, тренер сборной Бурятии с 1965 по 1989. Владимир Ананьевич стал первым мастером спорта по боксу на нашем факультете. Далее, с 1997 по 2003 год кафедрой руководил профессор, доктор педагогических наук, мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры РБ Александр Емельянович Павлов. С 2003 года по 2009 заведующим был Найданов Баир Намдакович. В настоящее время работает в Министерстве спорта России, город Москва. Кстати, сегодня он должен у нас выступить, значит, на нашей конференции с докладом. С 2008 года по 2011 Баданов Арнольд Васильевич. С 2011 года по 2015 год кафедрой руководил мастер спорта России и международного класса по вольной борьбе, заслуженный работник физической культуры РБ Айсуев Лупсандаржи Дугражапович. Ну и с 2015 года по настоящее время кафедру возглавляю я, Воложанин Сергей Егорович. В разные годы, хотелось бы еще отметить, значит, что в разные годы на кафедре трудились высококвалифицированные специалисты в области физического воспитания, которые внесли немалый вклад в развитие физической культуры и спорта в нашей республике. Бабыкин Николай Леонидович, Синицын Константин Герасимович, Егоров Евгений Иванович, Марактанов Альберт Александрович, Григорьев Василий Акимович, Бальчинов Борис Лахасаранович, Мугдуев Александр Юрьевич, Дашнарбоев Валерий Дугражапович, Левин Николай Александрович, Паночкин Сергей Александрович, Ванчиков Сергей Цибикович, Евдокия Владимировна Ли, Мира Аршидовина Хамнуева, Мунгалов Валерий Георгиевич, Чавкин Николай Петрович, Ешеев Владимир Александрович, мастер спорта по стрельбе из лука, Соломинская Наталья Николаевна, Суворов Николай Николаевич, Дагбаев Батар Владимирович. Начинал свою педагогическую деятельность с нашей кафедры Цинкер Виталий Михайлович. Некоторое время работал на кафедре Галимов Геннадий Яковлевич. И многие-многие другие. Весь список зачитывать не буду. Это вот самые такие вот известные люди, которые многие у нас в республике знают. На сегодняшний день научно-педагогический потенциал кафедры физического воспитания имеет следующий состав. 3 профессора, кандидаты педагогических наук. Это Балдаев Кирилл Владимирович, Гулгенов Царил Бальжанимаевич и Гамбажапова Светлана Дугаровна. 5 человек с ученой степенью доцента, кандидаты педагогических наук. Это Аюшеев Виктор Владимирович, Воложанин Сергей Егорович, Надмитова Ольга Сергеевна, Куликова Ольга Анатольевна, Цыбиков Дашинева Владимирович.
один доцент без ученой степени, извиняюсь, два доцента без ученой степени, это Яковлева и Цыбиков Дашмян Владимирович. Не там зачитал. 3 старших преподавателя, имеющие ученую степень кандидата педагогических наук, это Айсуев Лупсан Дугарович, Дрожжеева Лариса Геннадьевна, Тапхаров Михаил Викторович. 9 старших преподавателей: Атутов Андрей Петрович, Гришунов Сергей Викторович, Дрожжеева Рожана Валерьевна, Кожевникова Виктория Юрьевна, Крыласова Екатерина Александровна, Орлова Ирина Валентиновна, Ачиров Иннокентий Михайлович, Чебунина Татьяна Владимировна, Эрхеев Соломон Валерьевич. Из данного состава кафедры 1 мастер спорта России международного класса Айсуев Лупсан Дугарович, 1 заслуженный мастер спорта СССР Гамбажапова Светлана Дугаровна, 5 мастеров спорта СССР и России Балдаев Кирилл Владимирович, Гулгенов Ценбай Женимаевич, Доржиева Раджана Валерьевна, Цыбиков Дашинева Владимирович, Яковлева Наталья Викторовна. 1 заслуженный работник физической культуры России Гулгенов Ценбай Женимаевич, 7 заслуженных работников Республики Бурятия, 2 отличника народного образования, 3 отличника народного образования, значит, хотел бы еще отдельной строкой как бы проговорить тот момент, что кафедра у нас занимается, так скажем, такой работой, которая не во всех вузах имеется. Это работа на факультетах. ВУЗ наш, значит, имеет 13 факультетов, и вот за каждым факультетом закреплен человек, который курирует спортивную жизнь на данном факультете. И все эти люди работают у нас на кафедре. Так называемые ответственные за спортивно-массовую работу, которые проводят организацию совместно со спортивным клубом «Спартакиад», различных спортивных праздников нашего вуза. Вот. И, конечно, делают громадную работу в этом направлении, в подготовке, в формировании команд. И за это им, конечно, отдельно большое-большое спасибо. Вот коллектив кафедры физического воспитания на протяжении уже более 70 лет достойно выполнял и продолжает выполнять благородную миссию в деле воспитания физической культуры, физического совершенствования и нравственного оздоровления студенческой молодежи. Ну и в заключение позвольте поздравить всех еще раз с праздником, всех преподавателей, сотрудников, ветеранов, выпускников, ну, конечно, сегодняшних студентов, замечательным событием в жизни не только нашего вуза, но и считаю, что всей нашей республики. С 60-летием факультета физической культуры, спорта и туризма. Пожелать всем успехов в работе, значит, присутствующим в дальнейшей работе нашей конференции. Ну и поблагодарить всех тех, кто причастен к организации наших юбилейных мероприятий на протяжении последних месяцев. Спасибо за внимание. Объявляется перерыв до 3 часов. В 3 часа мы возобновляем трансляцию. Она уже прервалась, да? Просьба присоединиться и послушать наших гостей с других городов и регионов России.